На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Политическая стабильность внутри страны оказывает огромное воздействие на внешнюю политику. Об этом заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба. Серия лекций, посвященных абхазской народной дипломатии и правам человека. На Абаза ТВ стартует новый проект. Ее выбор – «Жизнь с надеждой». Выставка художницы Апши Хагба открылась в Центральном выставочном зале Сухума. Общественная палата Абхазии сделала заявление в связи с намеченным на 30 мая митингом оппозиционных сил. Уважая конституционное право политических и общественных организаций на проведение собраний, митингов и других акций, Общественная палата Республики Абхазия призывает организаторов предстоящего митинга в строгом соответствии с действующим законодательством обеспечить мирный характер мероприятия, имея в виду недопустимость беспорядков, могущих привести к столкновению с силами общественного правопорядка, говорится в частности в заявлении. Общественная палата в полной мере осознает наличие в обществе вопросов, решения которых требует согласованных действий органов власти и общественности. При этом они отмечают, что добиться этого можно лишь наладив постоянный диалог оппозиции и общественности с властью. Как и прежде, мы готовы организовать на площадке Общественной палаты диалог между представителями власти и оппозиции с целью достижения общественного согласия по всем вопросам, волнующим общество. К диалогу должны быть приглашены представители не только политических партий и общественных организаций, но и научных кругов, творческой интеллигенции. Пора нам всем осознать, что это единственный цивилизованный путь выхода из складывающегося общественно-политического кризиса. Общественная палата еще раз обращает внимание на то, что только вместе, только достигнув общественного согласия, мы сможем успешно справиться с решением проблем, стоящих перед нашим государством, отмечается в документе. Политическая стабильность внутри страны оказывает огромное воздействие на внешнюю политику. Наши международные партнеры внимательно отслеживают ситуацию в республике и принимают конкретные решения, исходя из экономической, социальной и политической ситуации в нашей стране. Это имеет особое значение, заявил министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба. Также хотелось бы отметить, что огромное воздействие на внешнюю политику, на нашу практическую работу оказывает ситуация внутри нашей страны. Это траектория социально-экономического развития нашей Родины. Это политическая стабильность в нашей стране. Наши международные партнеры внимательно отслеживают ситуацию в Республике Абхазия и принимают конкретные решения, исходя из экономической, социальной и политической ситуации в нашей стране. Это имеет особое значение. От этого зависит привлечение инвестиций, расширение наших международных контактов. Поэтому на нас смотрит мир, на нас смотрят наши партнеры, и политическая стабильность крайне важна. Крайне важна на благо нашего государства и из уважения к тем великим испытаниям, через которые пришлось пройти нашему народу. Мы, как Министерство иностранных дел Республики Абхазия, развиваем диалог со всеми общественно-политическими силами, вне зависимости от политических взглядов. Работает Общественный совет МИДа Абхазии, и очень многие процессы обсуждаются, и многие решения принимаются в консультациях с общественно-политическими силами. И хочу в очередной раз подтвердить нашу готовность к диалогу, к обсуждению фундаментальных вопросов внешней политики Республики Абхазия. Кроме того, министр иностранных дел Инал Ардзинба встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в республике Михаилом Шургалиным. Стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного взаимодействия. По завершении встречи Ардзинба наградил Шургалина юбилейной медалью Министерству иностранных дел 30 лет. Республика Абхазия примет участие в форуме «Россия-Африка», также сообщил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в комментарии для медиацентра. 25 мая отмечается День Африки. Инал Ардзинба поздравил африканских друзей и партнеров с этим днем. Это важный праздник, который символизирует победу африканского континента над колониализмом и стремление африканских народов к миру и процветанию, отметил министр. В июле этого года планируется участие делегации Абхазии в форуме «Россия-Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге в рамках второго саммита «Россия-Африка».
Общественный союз ветеранов войны и граждан Абхазии «Аяйра», который возглавляет герой Абхазии Вианор Ашба, требует отставки президента страны Аслана Бжания. Такое требование выдвинуто в ходе встречи представителей Общественного союза ветеранов и граждан Абхазии «Аяйра» с Советом старейшин. Как сообщает телеграм-канал The News, Совет старейшин согласился передать Аслану Бжания ультиматум союза «Аяйра». Во встрече принял участие заместитель руководителя администрации президента Абхазии Зурик Каджая. Международная политика. Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана есть, тем более, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана. Заявления прозвучали в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве. Официальная хроника. Первый вице-премьер-министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Чопо встретился в Смольном с членом правительства Санкт-Петербурга, председателем комитета по внешним связям города Евгением Григорьевым. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере в области экологии и сельского хозяйства. Отдельно были отмечены перспективы в сфере организации бизнес-миссии и обмена опытом по линии молодежной политики. Абхазия заинтересована в многопрофильном сотрудничестве с Санкт-Петербургом как с передовым и примерным с точки зрения применения новых технологий регионом. Нам важен обмен опытом в сфере экологической безопасности, утилизации опасных отходов, экологического надзора. Предлагаю нацелиться также на создание условий для межведомственного сотрудничества по направлениям сельского хозяйства, спорта и молодежной политики, а также туризма. Профильное министерство Абхазии готовы выходить на уровень переговоров с коллегами из Санкт-Петербурга, отметил Беслан Чопо. Евгений Григорьев подчеркнул потенциал отношений Санкт-Петербурга и Абхазии. Для нас отношения с Абхазией имеют особое значение. Мы решительно настроены на активизацию двустороннего сотрудничества, и для этого у нас есть все возможности и ресурсы. Подтверждаю готовность начать работу по подготовке проекта соглашения о сотрудничестве и плана мероприятий дорожной карты между Санкт-Петербургом и Сухумом. Стороны договорились продолжать взаимодействие в рамках работы Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 14 по 17 июня. В парламентском комитете по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрели проекты Таможенного кодекса республики и закона о введении в действие Таможенного кодекса. Принятие проекта Таможенного кодекса, по мнению его авторов, обеспечив гармонизацию таможенного законодательства Абхазии с правом Евразийского экономического союза и законодательством России о таможенном регулировании, создаст правовые предпосылки для дальнейшего развития внешнеэкономической деятельности и повысит инвестиционную привлекательность Абхазии. В обсуждении законопроектов участвовали первый зампредседателя ГТК Аля Слабахо и начальник правового отдела ГТК Анана Гугохи. Члены комитета решили включить законопроекты в повестку дня очередного заседания сессии парламента и рекомендовать их принятие в первом чтении. Ну а в пятницу в парламенте состоится очередное заседание сессии Народного собрания. В повестке дня постановление о ратификации протокола к соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств России на повышение денежного довольствия и пенсий сотрудников Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Постановление о внесении изменений в соглашение между Абхазией и Россией о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы и постановление о создании рабочей группы Народного собрания по разработке проекта закона Республики о государственной службе. 25 мая во всех школах Абхазии прозвенел последний звонок. В этом году по всей стране 1777 выпускников. Из них 4 претендуют на золотую медаль. В столичной средней школе номер 3 имени Юрия Воронова также прозвенел последний звонок. В этом году учебное заведение открыло свои двери для 30 первоклашек и выпускает в большой мир 26 11-классников. Директор школы Майя Пагава поздравила выпускников с окончанием школы.
Поздравляю, ребята, вас, ваших родителей и учителей, а также всех выпускников Абхазии с этим большим и радостным событием школьной жизни. Многие из вас уже сделали выбор будущей профессии. Есть ученики, которые уже поступили в вузы. Желаю, чтобы вы были лучшими в профессии, а для этого необходимо приложить максимум усилий в учебе. — 25 мая поэту, писателю и публицисту Дауру Зантария исполнилось бы 70 лет. В Национальной библиотеке состоялась международная конференция с участием абхазских поэтов и писателей, а также зарубежных гостей. Член президиума Творческого совета Ассоциации писателей и издателей России Владислав Атрошенко сообщил, что предложит провести конференцию, посвященную Дауру Зантария в Москве. Российский писатель также поделился своим отношением к многогранности таланта Даура Зантария. Если кто-то думает, что Даур — это просто самородок, нет, это был действительно человек мировой культуры, и в нем огромный интерес к лингвистике, к языку. Я вот когда читаю его, и когда он пишет о том, что значит, в мире есть 3700 звуков, значит, во всех языках разных 3700 звуков. И, значит, все эти 3700 звуков есть в абхазском языке. Вот. Но, добавляет Даур, есть еще 50 звуков, которые есть только в абхазском языке, которые не может произнести ни один человеческий род. Просто вот. Это, конечно, удивительные вещи. Вот это одновременное в нем, понимаете, этот баланс учености, мудреца, мифотворца и, конечно же, человека, который внес колоссальный вклад, я считаю, в русский язык. Это еще недооценено. И вот я хочу, если мы будем делать вот эту конференцию большую в Москве, я все сделаю для того, чтобы она состоялась, вот об этой вещи сказать. Дело в том, что немного было писателей, вот именно билингва, об этом говорилось уже, которые внесли бы вот такой вклад в русский язык. Видеоверсию международной конференции, посвященной 70-летию поэта, писателя и публициста Даура Зантария, смотрите в нашем сегодняшнем эфире. На Абаза ТВ стартует новый проект – серия лекций, посвященных абхазской народной дипломатии и правам человека. К участию привлечены эксперты в области истории, этнологии, правозащитники, юристы и специалисты в области прав человека. Первый выпуск посвящен истории и опыту народной дипломатии в Абхазии. Лекцию читает Владимир Зантария, член Союза писателей и Союза журналистов Абхазии, поэт, переводчик. Хара хавлар турхач хунткара турхачу ибею бас ихапи пстазарачгия ахар хорастахуй хымпад из хапшто как у него ажлар рпиша абжаказарача ажлар дипломатия хазирху абжаказара тахуб аймак ахиq аймак пстазарахиq аймак халот ويايمك عواير تزبرو ويجر بجارة عقوب كره بجارة حندكرة كره بجارة عاجل بجارة أبص يبشقوا أبيشوا حاجل يرموا ويبيشوا يخاف استازارش يتخوب خمبة حري عبود политика يحبرها يزبرها позиция أي كيشك شقو أي كيشك ажларгьы ҳәынҭқаррагьы ирыхәарц азыҳәан хымԥада иаҭахуп ахшыҩлаҵара, абжьаҟазара, абри ажәа амаҵ азызуа, ауаа рымаҵ зуа
еиӷьуамҩақәа зыԥшаауа. Убри адунеи анаукаҿы аиҿцәажәара дуқәа мҩаԥызго, аполитикатә аиҿцәажәарақәа мҩаԥызго ирыцхраауа, ихадароу мчуп ҳәа иԥхьаӡо ак акәны иҟоуп ажәлар рдипломатиа ҳәа ззырҳәо. Раԥхьатәи ҳаиԥыларақәа жәаба иааҳаԥхьо Аԥснытәи университети аҵарадырратә институтқәа рҟынтәи аԥышәа змоу аҵарауаа аекспертцәа ҳәа ззаҳҳәо, шәара ишәзеиҭарҳәоит убас аԥсҭазаараҿы аԥышәа рхы иадырхәоз аҿырԥштәқәа ишәзеиҭарҳәоит анаука аганахьала уи шеиҿартәу, ахархәашьа иаҭатәу. Убри инаҷыданы хымԥада ҳара ҳзакәан хада ҳконституциаҿы иануп ауаҩы изинқәа ҳара ҳҳәынҭқарра ишазхарҵо, ишадгыло, уи ҳшықәныҟәо, урҭ ауаҩы изинқәа шаҳхьчо. Абраҟа иануп аҩыра аԥсуареи ауаҩы изинқәеи. Убырҭ ихьынӡазааигәо, ихьынӡахеибарҭәаауа, урҭ ҳара ҳаԥсҭазаараҿы иаанаркыло аҭыԥ. Убыс ауаҩы изинқәа ирзаҳкуа, урҭ рыхьчара, урҭ рықәныҟәара ҳҳәынҭқарра аԥсыра ишырзеиӷьу, ишрыцхраауа, ҳҳәынҭқар ахьӡ аӡыргаразы иаҵанакуа, убырҭ ирызкны жәохә иԥылара мҩаԥаҳхоит. Убри аҟынтәи ашықәс нҵәаанӡа ҳахәаԥшцәеи шәаргьы ҳаргьы абас есымчыбжьы ҳаиқәшәалоит. Лассы-лассы абраҟа дшәықәшәалоит иахьа раԥхьатәи алекциа иаԥхьо Владимир Константин-иԥа Занҭариа, ҳашәҟәыҩҩы, ҳҵаруаҩ, академик, филологиатә наукақәа рдоктор. Ауаҩы изинқәа рыхьчаразы ҳара ус ҳацылулоит. Мызқәак раԥхьа ауаҩы изинқәа рыхьчаразы аҳәынҭқарратә усбарҭа напхгаразҭоз Асида Шьаҟрыл, уигьы иаҳзеиҿылкаауеит жәохә лекциа ирыԥхьо ауаа. Ҳахәаԥшцәа реиԥш, шәаргьы шәеиԥш, ҳаргьы гәы хаҭхыҭуа абри апроект аусура ҳазԥшуп, мҩамш. Первый выпуск проекта, посвященного абхазской народной дипломатии и правам человека, смотрите в нашем пятничном эфире. Презентация проекта Джамбула Инчге, нацеленного на популяризацию истории Абхазии, состоялась в четверг в пресс-центре Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Задача проекта — создать 30 документальных фильмов, которые повествуют о истории Абхазии, начиная с эпохи Палеолита до 1965 года, разработать специальную научную терминологию на абхазском языке по истории Абхазии. Кроме того, по завершении проекта для популяризации истории Абхазии за пределами республики, в том числе и среди зарубежной абхазской диаспоры, отдельно создать общий итоговый документальный полнометражный фильм об истории Абхазии на английском и турецком языках. Репортаж об этом событии смотрите в рубрике «Амш Ахтес». Выставка художницы Апши Хагба открылась в Центральном выставочном зале Сухума. Это цикл работ, объединенных темой и названием «Ночные сказки» и «Розовый конь». О том, какие темы раскрывает автор и кто такой розовый конь, в репортаже Марианны Котовой. Когда еще не до конца уснул, и ум уже находится в свободном падении в ничто, сознание цепляется за картины пережитого за день и рождает новые образы. Сказки, которые мы рассказываем себе, помогая осмыслить и пережить не всегда приятную нам реальность. Вот об этом выставка «Ночные сказки» и «Розовый конь». Эти работы у меня были написаны в течение 3 лет. Здесь 36 работ. Вообще в течение этих 3 лет я попыталась говорить о том, о чем я переживаю. И говорить это на том языке и теми инструментами, которыми я владею. Ну, так думаю, что владею. В общем, это мой язык, это моя рефлексия по поводу того, что я переживала, и все мы переживаем. В данный момент тоже за последние несколько лет. Бумагу, на которой написаны картины, вообще подарили художники Игорь Панченко и Батал Чапуа. Они достали из своих запасов старую советскую мелованную, твердую как картон бумагу, которая больше не производится, чтобы Апша могла воплотить свои задумки в выбранной технике. Дело в том, что для создания нужного эффекта необходима особая бумага, очень гладкая, которая не сразу будет впитывать краску, а даст возможность создать разводы, необходимые для воплощения образов, которые потом и воздействуют на умы и
сердца. Она не уходит от реальности в свой какой-то выдуманный мир творчества. Она очень смело и активно использует свое творчество для того, чтобы ставить вопросы, ответить на них. И эта выставка в этом плане, она какая-то очень искренняя, на мой взгляд, и очень исповедальная о том, что художника беспокоит. Мы видим здесь в основном это ночные мысли. То есть все это ночные сказки, когда человек снимает свои социальные маски, да, когда он остается один. И, скорее всего, транслирует миру очень много разных вопросов. И вопросы чаще всего, они не очень веселые. Но всегда приходит розовый конь, или он должен прийти, это как попытка, надежда человека и всего живого движения к светлому, к любви и к надежде. Коллеги-художницы отмечают, что серия выставленных работ затрагивает важные проблемы, которые сегодня касаются, пожалуй, каждого. И этим будут интересны абсолютно всем. Художник выражает через через свой материал, через, как сказать, свой почерк, выражает какие-то проблемы, которые сейчас тревожат не только ее, но и многих, и весь мир. Мы не выбираем времена, мы можем лишь решать, как жить во времена, которые выбрали нас. Цитату Гендальфа, персонажа фэнтези, выбрала художница для своей выставки. Обща выбирает жить во времена, выбравшие ее, с надеждой. Именно ее и олицетворяет розовый конь. Это аллегория надежды. Это несмотря на то, какая у нас с вами реальность, а у нас за последние 3 года столько у нас всего произошло, то, что влияет на нас прямо, косвенно, на нашу внутреннюю и внешнюю жизнь, на мою особенно. Но несмотря на все, что произошло, хорошо, что есть надежда. Это ощущение, эта надежда дает ощущение стабильности, что ты можешь, встаешь и продолжаешь жить дальше, делать что-то каждый день. Художественные произведения не предлагают готовых формул для решения наболевших в уме или в сердце вопросов, но открывают путь, мысленно пройдя по которому можно найти все ответы в себе и поймать того самого розового коня. Марианна Котова, Сосрыкова Гухава, Абаза ТВ. Преподаватели кафедры прикладной физики, аспиранты и группа студентов физико-математического факультета АГУ приняли участие в 7-й международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные аспекты геологии, геофизики и геоэкологии с использованием современных информационных технологий» в Майкопском государственном технологическом университете. Представители АГУ выступили с рядом докладов, среди которых вероятность похолодания в 21 столетии вследствие снижения солнечной активности и вулканов профессора Январби Экба, изменение агроклиматических условий Республики Абхазия в 21 веке по данным глобальных климатических расчетов в рамках эксперимента доцента Асиды Ахсалба. Кроме того, профессор Январби Экба и доцент Асида Ахсалба являлись руководителями секции изменения климата и его последствия. Об этом сообщает руководитель отдела информации и медиакоммуникации Абхазского госуниверситета Алхаз Чхамалия. Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Абхазии в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий установили грузовое транспортное средство КАМАЗ-самосвал и транспортное средство Ford Transit, находившиеся в пользовании граждан Абхазии, ввезенные ранее на таможенную территорию республики с нарушениями таможенных правил. Все материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований Таможенного комитета. Краснодарские таможенники выявили криминальную схему ввоза машин из Абхазии в Россию. За несколько месяцев 27-летний житель Сочи по поддельным документам ввез в Россию 3 автомобиля якобы для перевозки пассажиров. Это освобождало его от уплаты таможенных платежей. Он передавал машины соучастникам в Сочи и получал за это деньги от организатора. Сумма неуплаченных таможенных платежей более 3,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Сейчас о погоде. В пятницу 26 мая в Абхазии ожидается переменная облачность. В первой половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза, туман. Атмосферное давление нестабильное. Температура воздуха ночью от 13 до 18, днем от 18 до 23 градусов. Температура морской воды 16 градусов.
На этом выпуск завершен. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.